Исходя из того, что огромное количество армян было вынуждено покинуть свои обжитые места и поехать в неизвестность, все же они стали гражданами других стран и, естественно, делали карьеру и в этих странах. Так что современный римский папа – это не исключение из каких-то правил. Во многих, так сказать, на многих направлениях у армян были личности, которые играли большую роль не только для той местности, где они проживали, для того государства, но и имели международное значение и международную, так сказать, активность в течение своей жизни. Да, в этом нет ничего удивительного. Кроме этого, мы должны еще и учесть и то, что, да, действительно, католическая церковь определенные имеет свои интересы и в Армении, и в армянской церкви. И особенно эти интересы связаны с тем, что католическое духовенство считает, что геноцид ближневосточных христиан возможно фиксировать, оказывать на процессы воздействия только в том случае, когда Армения будет полностью втянута в эти отношения. И я считаю, что да, это тоже имелось в виду, когда избрали пастыря, который по происхождению был армянин. Турция ловит собственную политическую рыбу в этом деле, и они считают, что если по происхождению кто-то из Турции, то это, естественно, является каким-то союзником для них. Ничего подобного не может существовать, потому что явление такое уродливое, страшное явление, как геноцид, нельзя стереть из памяти любой нации. Я еще раз повторюсь, любой нации. И цинизм, с которым они обращаются с таким материалом, я считаю, что это просто своего рода провокация. Любой папа римский представляет католическую общность в мире. И говорить, что какие-то национальные церква могут рассчитывать на что-то, это будет довольно-таки наивно с нашей стороны. Потому что я вспоминаю папу Йозефа Войтылу, то есть Иоанна Павла. Он, будучи поляком, все же служил католичеству. И несмотря на то, что, да, поляки были очень, так сказать, верующим обществом в то время, да и сейчас тоже можно сказать. Все же папа был папой католического мира, он все время путешествовал, у него даже не было времени встретиться со своими одноклассниками, с которыми он учился, и со своими прихожанами, с которыми он работал в Польше. Так что, если представить занятость папы, то, естественно, на ничто другое у него не остается.